тех пор, как посольство США переехало в Астану, в 2006 году в Алматы работало представительство посольства, статус которого со временем вырос до полноценного генерального консульства США, кстати, первого в Центральной Азии. Преобразование представительства в 2009 году в генеральное консульство – отличная идея, олицетворяющая постоянное присутствие американского духа в Алматы, отмечает Тереза Гренчик. Она возглавляла Генеральное консульство с 2013 года. Не так давно ее миссия в Казахстане завершилась. О том, в чем заключалась ее работа, как она проводила время в Казахстане и о преданности своему делу, дипломат рассказала в интервью программе «Persona Grata». I found in my time here that Kazakhstani society is already predisposed toward democratic. За время пребывания здесь я убедилась, что казахстанское общество имеет все необходимые основы демократического общества. При этом это страна с богатыми традициями толерантности. И я думаю, мы все сможем согласиться с тем, что ключевые элементы демократического общества, такие как открытость печати, доступ к СМИ, включая нетрадиционные СМИ, уважение прав человека, являются фундаментальными, которым моя страна и ваша страна желают следовать. Are the fundamentals that both my country and your country wish to pursue. It's been wonderful to see Kazakhstan, particularly the leadership in Astana. Было приятно наблюдать, как Казахстан и особенно Астана становится центром гостеприимства. Здесь проходят встречи мировых лидеров для обсуждения серьезных вопросов. Поддерживая данный вид общения, возникает возможность обмена идеями, обмена лучшими практиками и возможность создания стандартов и схем, подходящих для каждого региона и страны в борьбе с разного рода проблемами и трудностями. Конечно, Казахстан 2015 года очень отличается от Казахстана начала 90-х годов. Народ Казахстана поставил цель построить демократические институты. В этом отношении каждая страна идет по своему пути. Kazakhstan, I think, set itself very ambitious goals to become a Казахстан поставил перед собой, на мой взгляд, очень серьезные амбиции – стать серьезным участником международного общества. И это удалось благодаря участию в региональных и международных организациях. Совсем недавно Казахстан был председателем ОБСЕ. Казахстан – это прекрасный пример для остальных стран региона в плане развития многовекторного сотрудничества. Казахстан привлекательный для госпожи Терезы Гренчик не только как новая для нее страна, но и как благодатная сфера для реализации ее личных амбиций и творческого потенциала. Тереза Гренчик пришла в дипломатическую сферу еще в молодом возрасте, и у нее была очень интересная и продуктивная карьера. И в этом, считает американский дипломат, ей очень повезло. Перед Терезой Гренчик и ее коллегами стоит задача держать намеченную страной внешнеполитическую линию. Необходимо совместно и солидарно искать и находить ответы на глобальные вызовы, угрозы, на региональные проблемы. Дипломатическая служба всегда была востребована, и сейчас ее значимость становится все более высокой, уверена дипломат. I think one of the greatest qualities of a diplomat. Я думаю, что самыми лучшими качествами дипломата являются терпение и гибкость. Дипломаты часто оказываются в различных ситуациях без какой-либо подготовки, поэтому они должны быть готовы быстро реагировать на события. So they need to be able to react to events quickly. Генконсульство работает по разным проектам, включая вопросы безопасности. Мы также улучшаем торговлю и коммерческие отношения между Казахстаном и США. Также мы стараемся расширять наше сотрудничество в сфере культуры и просвещения. До назначения на пост генконсула США в Алматы госпожа Гренчик работала советником-посланником по политическим вопросам в посольстве США в Германии, Ираке, Пакистане, Индии, Косово и Болгарии. Я думаю, женщины, работающие в международной дипломатии, имеют хорошее будущее. И, конечно же, безупречные возможности. Они не лимитированы полом. Во время своих посещений в университетах мне часто задавали вопросы по этому поводу. Я сразу объясняла представительницам прекрасного пола, которые изучают это в университете, что если у них будет уверенность и настойчивость, то у них все получится в профессии.
that they will be able to succeed in this profession. If you look at world leaders in international affairs, you see women everywhere. Если вы посмотрите на международных лидеров в международной политике, вы увидите, что женщины повсюду. Просто нужно понимать, что дипломатическая миссия каждой страны очень разная и работает по своим конкретным правилам. Несколько лет назад дипмиссия США работала по очень жестким правилам по отношению к женщинам. Очень удручающим был тот факт, что женщинам, в случае, если они выходили замуж, нужно было уходить в отставку. Слава богу, все изменилось, и я уверена, что меня воспринимают всерьез, и я наравне конкурирую с моими коллегами-мужчинами. Мой первый пост был в Софии, в Болгарии 20 лет назад. Я помню, это было время больших перемен для стран Восточной Европы и в то же время больших экономических трудностей. Я прошла через все это совместно с моими болгарскими коллегами и друзьями и многому научилась. I have been drawn to assignments in a number of conflict zones, which is not necessarily the usual path for American diplomats. Также мне поручалась работа в зонах конфликтов. Я работала в Косово сразу после войны там. Я работала в Пакистане, в Ираке. Даже когда я работала в офисе в Вашингтоне, меня направляли работать над зонами конфликтов, включая конфликты в Нагорном Карабахе и Абхазии. Также я курировала вопросы, связанные с Афганистаном и Пакистаном. Working on the frozen conflicts in South Ossetia, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and also worked on Afghanistan and Pakistan when I was in Washington. I think what you find when you work in these conflict areas is there are scary things that happen. Я думаю, когда работаешь в таких местах, безусловно, происходит много страшного и опасного. Но люди, с которыми работаешь, это люди, которые борются. И роль дипломатов в таких местах в преодолении конфликта и его завершении, она очень важна. Не может не импонировать сердечность и открытость госпожи Гренчик, ее жизнелюбие, преданность семейным ценностям. Ну и, конечно же, романтичное желание экс-генерального консула США в Алматы изменить мир в лучшую сторону. I'm not sure that there's ever been a time in history when all areas of the globe have been at peace. Я не уверена, что в нашем отрезке истории было такое время, когда во всем мире был мир. Но это не значит, что мы не должны попытаться. В качестве дипломата я должна верить, что диалог друг с другом, умение находить понимание – это лучший способ избежать конфликтов. Мои коллеги во всем мире согласятся с тем, что важно этот императив продолжать и поддерживать диалог и связь при любых обстоятельствах. Under all circumstances. I think the challenge for diplomats and government leaders is to identify those areas. Я думаю, для дипломатов и государственных лидеров важно определить сферы, которые стоит ставить в приоритет при налаживании взаимосвязи. Не стоит вмешиваться в отношения частных людей и организаций, которые также налаживают связи. Нужно дать им больше свободы для исследования, развития креативных новых идей. Личное счастье Терезы Гренчик, если посмотреть со стороны, то это, по всей видимости, ее родные и близкие, карьера, возможность следовать своим жизненным принципам и своим маленьким и милым привычкам. I couldn't begin to name them, but I'm very fond of classic American films, such as The Godfather. I think I could watch that anytime. Я в восторге от классических американских фильмов, таких как «Крестный отец». Я думаю, я могу смотреть его в любое время и всегда находить что-то новое в нем. Что немного странно, потому что он о криминале. Я люблю читать, я не могу выбирать одну книгу, потому что всегда есть что-то новое, и всегда стараюсь найти что-то новое, иногда возвращаясь к любимому старому. So I'm always trying to find something new,
and not just keep going back to my old favorites. I do like cooking, although I don't cook very much on a day-to-day basis now. But I spend a lot of time reading recipes and planning. Я люблю готовить, но сейчас я не готовлю каждый день. Я провожу много времени за чтением рецептов и планированием меню. Мой любимый вид кухни — это то, что мы называем Tex-Mex, смесь мексиканской и юго-западной американской кухни. И у меня достаточно хорошо получается готовить еду в стиле Tex-Mex здесь. Это такие блюда, как enchiladas, тако, чили каркане, много хороших блюд. Enchiladas and tacos and chili carcane. Lots of good food. Con carne. With meat. Каркане — это блюдо из мяса. Я выросла в этой части Америки, и готовя такую еду, я чувствую себя как дома. When I want food that makes me feel homey, comfortable, that's what I want to make. Particularly where I grew up, it was a very small town. Я жила в маленьком городке в горной части Колорадо, чем-то похож на Алма-Аты. Из-за того, что он находился далеко от большого города, когда я была подростком, мне всегда казалось, что жизнь проходит мимо меня, в отличие от детей, живущих в мегаполисе. It was, as a teenager, you felt like you were way behind the kids who lived in the city. The movies would take, a new film would take 6 months to come to my town. На то, чтобы на экраны вышел новый фильм, требовалось как минимум полгода. На телевидении было всего 3 канала, в то время не было интернета. Радиостанции крутили только один вид музыки — кантри-вестерн. Если вы хотели послушать другую музыку, это были ваши проблемы. And if you wanted to hear other music, it was your problem. When I was a teenager, it seemed like a very small Когда я была подростком, мне казалось, что это очень маленькое место. Теперь, годы спустя, я осознаю, что в городке было очень сильное сообщество. I realized that it was a very strong community. It was not a wealthy community, but people looked out for each other. They helped Это было each other. небогатое сообщество, но люди поддерживали друг друга, помогали друг другу. Их ценностью были образование и человеческая доброта. And on being a kind person. Many of the И многие качества, которые я сегодня использую в дипломатических ситуациях, были заложены еще в детстве, в этом маленьком городке. Прежде всего, моя миссия — это быть хорошим представителем моего правительства, правильно понимать его политику и интересы, и довести, объяснить их казахстанцам. Lily and I met when I worked in Berlin, and Мы встретились с Лили, когда я работала в Берлине, и я была готова завести собаку, и взяла ее жить с собой. Затем мы с ней покинули Берлин, переехав в Вашингтон, а уже после в Алма-Аты. До нее у меня не было питомца. Но я ждала того момента, когда я буду готова и смогу позаботиться о собаке. Лили полюбила Алма-Аты. Она хорошо себя ведет на дипломатических приемах и вечеринках. Она всегда заинтересована в том, как гости встретят ее. Она знает, как быть хорошим дипломатом. Ей нравится встречать гостей. Для Терезы Гренчик жизнь – это бесконечное путешествие, возможность обогащаться различными впечатлениями. Особенная способность госпожи Гренчик – это умение сочетать внушительный практический опыт в международных вопросах с академическим анализом. Ее служба в Министерстве иностранных дел США – это не просто работа, это стиль жизни. В этой сфере, говорит дипломат, можно увидеть мир и познакомиться с интересными людьми. I have learned a lot from watching and observing Kazakhstani society. Я многое узнала, наблюдая и изучая казахстанское общество. И это было очень отрадно – видеть общество, где люди из разных этнических групп, различных религий гармонично живут и работают вместе.
harmoniously. I know no country in Я не this знаю ни society is одной perfect. идеальной страны и идеального общества. Везде всегда присутствуют трудности и проблемы. Но Казахстан является отличным примером, который я буду приводить там, куда я поеду дальше. As I go to new places.